158 лет назад, после завершения Кавказской войны, большое число чеченцев вынуждено было переселиться в Османскую империю. Причины на то были разные: опасения за религию, слухи о насильственной христианизации, нежелание мириться с царской властью и новыми повинностями, занятие чеченских земель под строительство казачьих станиц, раздача лучших угодий чиновникам, князьям и представителям соседних народов, принимавших участие в покорении Чечении. Желание царской власти разоружить население. Чеченцы считались наиболее активными и сильными противниками при завоевании Северного Кавказа. В борьбе за свободу чеченцы играли выдающуюся роль, поставляя главные боевые силы и продовольствие для Газавата. Царские генералы поняли, что путь завоевания горцев лежит через Чечению. Началось методичное вытеснение чеченцев с плоскости путем уничтожения аулов, рубки лесов, устройство крепостей и заселения освобожденных земель казачьими станицами. Народ, разоренный войной, лишенный половины лучших земель, все же не был побежден. В довершение было вытеснено в Турцию наиболее жизнеспособное население, фактически обреченных в большинстве своем на вымирание. По официальным данным, переселилось более 5000 семей со всей Чечении, свыше 23 тысяч человек. Конечно, незарегистрированных переселенцев гораздо больше. Некоторые общества и аулы уходили в Османскую империю почти целиком. Земли арстхойцев и других западных чеченских обществ занимались казаками и горными ингушами, арендовались у казаков, за верную службу часть чеченских земель передавались чиновникам, военным и князькам некоторых соседей. Из Урус-Мартана выселилось 328 дворов, Ачхой-Мартан – 323, Катар-Юрт – 285, Шаами-Юрт – 255, Алхан-Юрт – 169, Шали – 169, Валерик – 155, Истису – 122, Гойты – 111, Майертуб – 108, Гелдаган – 94, Бачи-Юрт – 77, Бердыкель – 73, Кулары – 70, Элисхан-Юрт – 69, Старый Юрт – 61, Энгель-Юрт – 60, Цацан-Юрт – 52, Белготой – 43, Герзель – 28, Дуба-Юрт – 22 дворов. Также были покинуты большое число арстхоевских поселений, многие из которых ими сжигались, чтобы не оставить новым поселенцам. Предоставляем вам список чеченских тейпов, проживающих на территории Ближнего Востока. Переселение проходило очень тяжело: голод, холод, болезни. По прибытию в Османскую империю мухаджиры столкнулись с новыми сложностями: нехватка плодородных земель, сложные климатические условия, беднота и отсутствие средств заработка, языковой барьер и прочее. Некоторые мухаджиры пытались покинуть Османскую империю, но этому во многом препятствовали власти обоих государств. Кому-то удалось вернуться на родину, но карабулакам не удалось при возвращении занять прежние их территории, так как там обосновались жители горных ингушских аулов или были построены казачьи станицы. Большая советская энциклопедия, первое издание, 1934 года. Ибрагимова Зарема Хасановна. Чеченцы в зеркале царской статистики.